Это жилье для бездомных людей в Финляндии. Комплекс Вейнола, Веспа. А вот квартира, готовая к заезду нового жильца. Новый жилец собирается заехать сюда завтра. Когда он переедет, он получит ключи. Здесь все готово для жизни. Все квартиры примерно одной площади. Здесь 36 квадратных метров. Есть подогрев пола. Довольно большая ванная комната. Она также приспособлена для людей с инвалидностью. Вот спальня. А еще у каждого есть свой балкон. Этот жилой комплекс предоставляет квартиры для бывших бездомных в Эспо, совсем рядом с Хельсинки. Данный комплекс на 33 квартиры — лишь один из примеров того, как действует философия «Housing First», то есть сначала жилье. Философия, которая в Финляндии с 2008 года носит статус национальной программы. Философия, благодаря которой в стране почти не осталось уличных бездомных. Жилье люди получают по принципу аренды, как правило, львиную долю которой оплачивает государство. Если вы на пособии по безработице, то платите около 100 евро. Остальную часть покрывает госдотация на жилье. Вот бывший бездомный Мигель уже 3-й год живет в Вейноле. Когда-то приехал в Финляндию как музыкант. Говорит, что жизнь пошла под откос после развода. Депрессия, много алкоголя, ночевки то здесь, то там. Но в один момент он дал себе слово, что надо выбираться, и пошел к соцработнику. Соцработник очень хорошо меня поняла. И после 6 месяцев в приюте я получил разрешение переехать сюда. Это было в 2015 году. Один из главных двигателей философии Housing First — некоммерческая организация Y Foundation. Она занимается строительством новых домов, а также скупкой квартир, в которые заселяют бездомных людей. Основное финансирование этой деятельности — государственное. С 2008 года бездомным людям было предоставлено свыше 3500 квартир. Общая стоимость этой национальной программы с 2008 года составила примерно 250 миллионов евро. А теперь внимание! В Финляндии вы можете считаться бездомным, даже если живете у родственников или друзей. 80% из примерно 6500 финских бездомных именно такие. Согласно исследованию международной организации ФИАНЦА, Финляндия — единственная в Европе страна, где снижается количество бездомных. Жилье — это не удобство, это социальное право. Принцип «Housing First» — это реализация на практике данного права. Это правительственная программа. 3 разных правительства одобрили борьбу с бездомностью. Еще одна интересная деталь. Обществу и государству выгодно обеспечивать бездомных постоянным жильем. Когда человек бездомный, он часто обращается за медицинской помощью, которая очень дорогая. У него бывают дела с полицией и так далее. Мы взяли один случай и посчитали. Оказалось, что государство сэкономило 15 тысяч евро за год на одном человеке. К разговору о деньгах мы еще вернемся, а пока знакомимся с бывшим бездомным по имени Матиас. 65-летний мужчина с 2014 года живет в двухкомнатной квартире в обычном доме в Хельсинки, куда он въехал также благодаря национальной программе по борьбе с бездомностью. Это было, как оказаться на небесах. Я не бывал на небесах, только пару раз летал в самолете. Это было... У меня выпало все из рук. Я лег на пол и просто рассматривал все. Черт побери, здесь я теперь буду жить? Сложно было вообще в это поверить, принять за правду. Я бы давно уже лежал в могиле, если бы и дальше жил на улице. Помимо пенсии 1200 евро, я получаю от государства жилищное пособие — 273 евро в месяц. Про жилищные пособия поясняет Юха Какинен.
Если у вас нет дохода или доход недостаточный, то вы можете получить жилищное пособие на оплату аренды квартиры. Это не что-то особенное для бездомных, это для любого человека. Теперь послушайте, откуда государство в том числе берет деньги для финансирования борьбы с бездомностью. Рассказывает Санна Тивола, руководитель организации, которую в 80-е годы создали сами бездомные. У нас в Финляндии монополия на игорный бизнес. Все лотереи и вообще все остальные азартные дела контролирует государственная компания Veikkaus. И они распределяют свой доход на культуру, спорт, а также организациям, которые занимаются социальными вопросами. Практически все приюты для бездомных в Финляндии сейчас превращены в жилые дома с персоналом, который помогает решать индивидуальные проблемы жильцов. Решать свои проблемы проще, когда у тебя есть жилье. В этом революционность философии Housing First. И все-таки искоренение бездомности как явления – задача непростая, даже для Финляндии. Абсолютно нулевой бездомности мы не достигнем. Надо оставаться реалистами. Ведь жизненные ситуации у людей случаются постоянно. Но мы можем организовать все так, чтобы долгосрочную бездомность превратить в краткосрочную. Это возможно. И это тоже можно будет считать своего рода нулевой бездомностью. Финны продолжают делать свое дело. И все-таки зачем? Это, по большому счету, вопрос отношения, вопрос понимания прав человека, ценности человеческой жизни, вопрос заботы друг о друге. Я верю, что так мы сможем изменить мир. Друзья, если вам интересно узнать больше, люди из Y Foundation издали вот такую книгу на английском языке, где очень подробно описали финский опыт по обеспечению жильем всех нуждающихся. Опыт, который, с моей точки зрения, достоин всяческого распространения. PDF-версию книги можно найти на сайте Y Foundation. Спасибо за то, что смотрите. Меня зовут Богдан. Увидимся. Пока.